Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. 2 дня назад так называемый блогер мысли ислама пытался реабилитировать ингушей, что они воевали против России, но, как он сам пишет, недовольство было из-за земельной политики, но никак не за свободу или за веру ислам. В этом ролике мы донесем истину до этого человека и для наших зрителей, для самих ингушей. В этом вопросе мы будем ссылаться на 2 источника. Первый – сборник сведений Терской области, выпуск 1. Статья, написанная ингушом Чахом Ахриевым. Первоначальными причинами назрановского возмущения были следующие обстоятельства. Правительство предложило назрановцам из многочисленных мелких аулов составить несколько больших поселений. К несчастью, назрановцы ложно поняли это предложение, благодаря извращенным толкованиям фанатиков мул и вообще лиц, недовольных тогдашним положением дел. Большая часть из них ходила по аулам с рыданиями, плачем и тому подобными эффектами. Праздный народ толпами следовал за ними и жадно слушал энергические уверения в том, что настали последние дни для ингушей, что скоро русские обратят их в казаков и заставят принять христианство. Проповеди эти обыкновенно оканчивались громким воззванием к ингушам, с оружием в руках защищать свою независимость. В конце концов, ингуши, собравшись в Назране, послали депутацию к приставу Назрановского участка с просьбой разъяснить дошедшие до них слухи о насильственном распространении между ними христианства, об обращении их в казачество, о воспрещении носить женщинам шаровары и так далее. Пристав арестовал депутатов и приказал посадить их под стражу. Ингуши, узнав об этом, были раздражены еще более и, подстрекаемые агитаторами, бросились на крепость Назрань с намерениями освободить арестантов своих депутатов. Само собой разумеется, нападавшие были частью перебиты, частью перевязаны и заключены в крепость. Главные из участвовавших в бунте впоследствии были повешены, а второстепенные лица сосланы в Сибирь или прогнаны сквозь строй. Хотя назрановское дело обнимало почти весь ингушский народ, однако оно вовсе не было предварительно и систематически подготовлено. В этом удостоверяет нас тот факт, что когда Шамиль задумал взять Владикавказ, в числе войск, отражавших его, были и назрановские милиционеры. Так как наступление Шамиля происходило и одновременно с бунтом, то можно допустить, что при существовании какой-либо предварительной организации в бунт назрановцы на первых же порах вступили бы в сношение с Шамилем. Они не только не сделали этого, но даже на присланные к ним прокламации Шамиля отозвались равнодушным молчанием. Как мы знаем, это возмущение было подавлено 25 мая, а через 2 недели в Гихах Шамиль написал свое письмо ингушам 8 июня с призывом отложиться от неверных. Источник: Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе, 19 век. Как мы видим из материалов, восстание было подавлено в тот же день, и на письмо Шамиля отложиться от русских ингуши никак не отреагировали.